Сегодня у нас официально открывается объект, вернее, он передается на баланс городу. То есть, как бы это означает, что объект готов. Таким образом, он уже доделываться, судя по всему, не будет. Ну, как бы сам существенно доделаться. Может, там где-то там подлатает, то все. У нас сегодня, скажем так, общественником, активистом выступает житель города Якутска Роман. Он решил не светиться, ну, есть на то, наверное, причины. Да и суть не в этом, суть не в личности, да, суть в объекте, вот и все. Поэтому мы решили... Нет никаких, заготовленных речей, ничьи интересы я не лоббирую, но мне просто, за державу обидно. Потом все говорят, что дядя Путин денег не дает, а оказывается, мы их осваивать не умеем. Людям дали 130 миллионов рублей. Они закупили качели, закупили эти мусорки, поставили их под дождь, они у них там стояли 2 года, все позаржавело, потом они их вытащили сюда, решили установить. Вот этот асфальт конкретно ложился, пойдемте, в минусовую температуру. Вот посмотрите внимательно, вот пошла дорожка, она неровная, она абсолютно неровная. Вот это то, что они здесь замазюкали, и то, что дети выложили здесь МБЗ какое-то, это все ерунда, это полнейшая ерунда. Вот здесь еще более-менее, но он идет, посмотрите, он двигается. Я пальцами, я не прикладываю усилий, я не силач. Я беру просто 4 пальца, посмотрите, у меня поднимается дорожка. Вот это покрытие, оно здесь намазано как масло. Красиво ли это? Ну ладно, они подзамазали тут что-то там туда-сюда. Вот здесь мы просто видим просто бугор, где они встречаются. Вот. Смотрите, обратите внимание, как у нас все мусорки прикручены, хотя им говорилось это, оно просто шатается. Вот я где-то смотрел, оно пооблуплено все, это то, что у них стояло. Ну, оно, естественно, все не прикручено, это можно даже не сомневаться. Везде просто натяп-ляп. Вот вместо того, чтобы здесь была ровная линия, у нас просто как наляпано, вот натяп-ляп, как ребенок размазал лопаткой этот асфальт, бетон. Здесь, по крайней мере, он не трясется руками. Ну, то есть мы объективно, все смотрим, там, где он отламывается, мы видим, отламывается. Где вроде как не отламывается, пока хорошо. Но, опять же, нету вот этих направляек. Вот это то, что они замазали, это все так. Сегодня сдать, устроить брифинги. Я не знаю, передает ли камера, может быть, ее вниз опустить. Но мы идем по полностью вот такой волнообразной площадке. Ну, это просто видно. Я не знаю, видно ли это на камере, я не замечал. Это просто волнообразная вот эта история. Опять подходим там к рандомной какой-то мусорке. Я вот могу же поспорить с кем-нибудь, что она шатается. То есть, и она шаталась в прошлый раз. Ну ладно, ну шатается, ну придираемся. Ну, может быть, это просто норма какая-то. Ну хорошо, пусть она шатается, главное, чтобы не падала. Обратите внимание, просто тоже все вот просто кривое. Вот оно кривое. С какими-то дырочками, вмятинками. Ну ладно, тоже это мы придираемся, все. Вот здесь на ноу-хау у нас не хватило уже. Опять, вот это вот, оно уже начинает. Вот уже, вот эти трещинки, они уже начинаются. Мы тогда гуляли. Вот это новое наше все за 130 миллионов. Вот они, 130 миллионов у нас прикручены сюда. Вот это вот оно, вот 130 миллионов здесь. Это, то есть мы ходили тогда, устраняли недочеты, мы это всем показали, но сейчас же надо фудзону устанавливать. Тут не до этого, там на палаточке шаурмы поставить. Вот и все. Вот так вот у нас. Вот так у нас в этой вот стране, в этом городе. Вот 130 миллионов наши. Вот они, 130 миллионов. Даже камеру здесь подопустить. Вот, может быть, как-то какой-то интерактивчик, действительно. Ну, давайте посмотрим. Вот это вот наша велосипедная площадка. Я когда здесь еду на велосипеде, у меня амортизаторы работают, как на краш-тесте просто. У меня просто ходит амортизатор на новой, не сданной велосипедной площадке. Это не велосипедная площадка. Это наляпанная, просто отвратительно, мерзко, бездарно. Какая-то каша из асфальта и камней, которую никто переделывать не собирается. Посмотрите, вот это уже их латки. Вот они, латочки у нас пошли. Вот, все, наляпано просто с буграми. Едет мама с коляской, у нее все трясется, я рядом прохожу, говорю, как вам дорожка? Она говорит, может лучше. Я говорю, почему не жалуетесь? Она говорит, бесполезно. До того довели людей, что люди просто даже не хотят уже жаловаться, потому что, вот просто какая-то безнадега. Просто вопрос, когда все это кончится, когда мы выйдем из этого шока из 90-х, когда мы будем сравнивать, что было хуже. Тут была помойка. Это была помойка. Теперь у нас тут плохо построенная набережная. И мы такие... Пробуем здесь отковырять. Отковырять? Да что тут пробовать? Я уверен, что тут оно у нас отковыряется. Ну, по крайней мере, дальше где-то. Я не силач.
Я просто обычный человек. Вот если я вот так сделал, то оно у нас, понимаете, оно у нас отвалится на следующий год, здесь расползется. Да нет, ну а что тут просто? Я не хочу просто, знаете, вот я что, сюда специально пришел, там, разломал ломом. Я просто это сделал. Вот какой-то Васенька тут просто лопаткой подгреб камней и сверху вот это сделал. Так вот, когда мы сюда подвели архитектора, вот это, кстати, тоже я отломал, это ноу-хау наше. Ну, как будто не было, хорошо. Подвели сюда нашего архитектора. Она сказала, что, первое, нет специалистов нормальных, то есть работают рукожопы, извините за выражение. И сказала, что переделывать это никто не будет, потому что это просто будет судебное разбирательство. Заказчик откажется, я уже выше говорил, да, о том, что почему он откажется. Вот, обратите внимание, там, где я в прошлый раз разломал, собственно, они решили убрать этот участок и положить заново. Положить точно так же, как и в прошлый раз. Вот оно насыпано как-то. Ну, печальненько. То есть вот печальненько. Ну, не знаю, может быть и получше, чем в прошлый раз. Но вот эта крупнодисперсная вот эта история, ну, не по технологии. Как-то очень дешево, как-то очень печально, как-то очень на скорую руку и так далее. У меня вопрос к архитектору города и кто с тем, мне надо разломать всю ее, чтобы вы ее переложили. Или как? Или вы меня тогда осудите, назовете вандалом. Вот эти вот места, вот, допустим, вот это вот красиво оно сделано или некрасиво. Можно, конечно, это все вот как бы просто не замечать, сказать, ладно, спасибо и на том, а вот можно и заметить. Давайте заметим просто. А почему бы не потребовать и не заметить? Я просто призываю людей, что чем больше вы будете требовать от них, от чиновников, которые получают за это деньги, то, собственно, будет лучше. Ну, это все просто. У вас у всех есть смартфоны, есть онлайн-приложения, есть прокуратура, есть центральная управа. Все заявления с медиафайлами можно прикрепить, отправить, не выходя из дома. Я, когда пытаюсь разговаривать с этими архитекторами, с другими там начальниками, вы понимаете, первая мысль, которая у них возникает, они спрашивают, а вы почему так заинтересованы в этом? Вот это нонсенс и парадокс. Вы поймите, мы живем в обществе, в котором человеку, которому не безразлично, его начинают считать больным или заинтересованным, то есть он лоббирует чьи-то интересы, то есть каких-то там враждебных сил настроенных. Вот это нужно понять, это по сути самая главная философская мысль вообще этого всего, что тут происходит. Все это возможно только от бездействия. Только от бездействия. Все. Других причин нет. То есть, если бы они знали, что за такую работу неминуемо будет просто общественное порицание, то это просто было бы невозможно. Невозможно. Мы в Советском Союзе жили, у нас на четвертак за такое отправляли куда-нибудь лес валить. А сейчас это должно быть именно, чтобы общество это порицало, и тогда это не будет возможно. Вот и все. Это самая главная мысль этого всего. Если бы тут вышли все жители близлежащих домов и сказали, вы что творите еще той осенью, когда я мимо здесь ходил, когда они в снег это все укладывали, этого бы просто не случилось. Вот зачем нужны митинги. И эти митинги не будет никто разгонять, поверьте. А когда мы выходим за какого-то дурачка Навального, это одно. А когда мы выходим за свое, то эти митинги никто не будет разгонять, никто дубьем не будет за это колотить, потому что вы за свое, за правду вам здесь жить. Вот и все. Я предлагаю вот здесь пойти. Ирина Дмитриевна, может там пройдем? Там просто мы сейчас снимали там с одним товарищем. Он там отковырял эту. Ну, вы знаете, ковырять можно все, Денис. На самом деле это вообще неправильно. Вы поспрашивайте у людей, что людям нравится. Всегда нужно найти минусы. Ну просто он имеется в виду, он просто взял руками там этот отковырял. Надо двигаться дальше, наверное. Надо думать, как нам развивать, а не так, как там сидеть, ковырять, и опять превратим бульвар в чудес. Вы этого хотите? Не, ну просто там он показал, что некачественно выполнено. Ну, достаточно есть моменты, конечно. Кстати, кто не видел, гараж вот он стоит. Видите, да? Карасяне забыли. Давайте еще раз. Ира тоже танцует. 5, 6, 7, 8. Раз. Здесь таких активностей очень много сейчас происходит. 5. Художники участвуют. Желательно, конечно, я всегда настраиваюсь на позитив, и вот абсолютно не люблю, когда фотографируют какое-то вот, ну, что-то там отковырялось, да, и из-за этого давайте остановим вообще глобальный процесс. Это не приводит ни к чему хорошему, поэтому нужно понимать, что где-то делить, да, масло от воды, и попытаться на что-то, возможно, даже сейчас
закрыть глаза, если это можно так сказать, да, и настроиться больше на позитивный лад, и действительно тогда мы сможем в ближайшие годы, а ближайший дедлайн у нас это столетие СССР, это уже в будущем году, да, уже каким-то результатом прийти. А дорожку все-таки, которая развалится, перекладывать будут? Там Ее вот... переложили уже. Нет, мы сейчас только сходили, там опять отломалось. В каком месте идет речь? Да там, ну, эта асфальтированная дорожка, она была, это он приходит, этот мужчина, постоянно ковыряет. Ну, давайте все будем сидеть и ковырять. Ну, это Не, ну тоже- она отковыряла сейчас только. Ну вот, ну давайте сейчас вытащим весь город и будем ковырять. Я могу расковырять все, что угодно, блин. Не нужно вестись на такие вещи, Денис. Это неправильно. Вы лучше посмотрите, сколько всего приколов. Посмотрите на этих молодых людей, красивых, современных. У них возьмите комментарии. Зачем они сюда приходят? Никто не приходит ковырять, извините. Люди приходят проводить классно время. Сколько тут молодежи по вечерам? У них возьмите комментарии. А вы, значит, что-то ищете плохое, там начинаете вот что-то там выковыривать. Ну, можно везде найти. Вот. Еще раз, сегодня это лучшая территория в городе Якутске. Давайте уж будем как бы, честны друг перед другом. Пока мы не можем делать идеально, да. Давайте это научимся сохранять и развивать. Все, и двигаться дальше.